В совещании приняли участие представители отделов городской администрации, руководители учреждений, организаций и предприятий города, а также частные предприниматели. Перед собравшимися выступил исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Ильфат Сафин. В своем докладе Ильфат Файзулович отметил те объекты, над которыми сейчас интенсивно трудятся рабочие. В частности, это завершение отделочных работ в ТСК «Зауралье». По словам подрядчикам, они будут полностью закончены к 14-15 августа. Кроме того, остаются последние штрихи в подготовке к сдаче еще одного важного объекта – художественной школы. По объекту строительства художественной школы на сегодняшний день также предприятием ремонтно-строительного управления данный объект по строительно-монтажным работам и по отделочным работам в полном объеме завершены. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству территории. В продолжении расширенного совещания всем присутствующим была озвучена информация о проделанной работе в сфере благоустройства. Необходимо отметить, что сотрудниками управления ЖКХ сделано очень многое. Практически закончен ямочный ремонт по всему городу. Не отремонтированной осталась только улица Островского. Произведен ремонт скамеек и мусорных урн в скверах и парках. Высажены тысячи цветов. Завершена обрезка деревьев и кустарников. Однако работы у коммунальщиков впереди еще много. Механизированный подкос травы, стрижка кустарников вдоль трибуны южной стороны стадиона уже сделана подрядчиком. На сегодня ведется работа со вчерашнего дня, с выходного дня, вырубка порослей кустарников вдоль забора стадиона улицы Пионерской. Вырубка порослей деревьев, находящихся на территории стадиона, ведется подкос травы триммерами, ну и, естественно, будет механизированная уборка самого стадиона. В рамках совещания был затронут еще один болезненный вопрос. На сегодня начали проводить в соответствии с проектом дорожного движения такая серьезная работа и подготовка к городу, и в принципе в соответствии с проектом это закрытие несанкционированных проходов по скверам Ленина и Горняков. Болезненный вопрос, сразу скажу. Нареканий со стороны жителей наслушались мы очень много. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть, почему это делается. Знаете, все-таки ситуация, не дай бог, ребенок или просто пешеход выйдет там, где несанкционированный переход, и произойдет смертельный случай, я думаю, что объяснять никому не надо. Правила дорожного движения, они существуют, это делается все в соответствии с правилами дорожного движения. На самом деле, несанкционированные пешеходные переходы несут в себе определенную опасность, а кроме того, не соответствуют существующему генеральному плану дорожного движения. Отказаться от них горожанам будет довольно сложно. Как видите, привычка – вторая натура. В социальных сетях пользователями городских пабликов постоянно ведутся дискуссии на тему целесообразности тех или иных действий, предпринятых в рамках подготовки к юбилею. Однако, как говорится, праздник пройдет, а объекты, сдача которых приурочена к 60-летию города, детские площадки, новые дороги, обновленные памятники и многое другое останутся. В конце концов, вот этот тротуар, который мы затеяли, 1 километр 100 метров, там никто не просил, там никаких гостей не будет официально. Мы же его делаем. Понимаете? Или детские площадки сегодня мы устанавливаем. Если замечаете, да, нет, так нет, ладно. Но они не к юбилею, и так могли бы установить. Устанавливаем. Потом стелла весь город. Мы же знаем, откуда гости заедут. Мы же в других местах стелла делаем. И от Аркаиме делаем, и золото сделали, и со стороны Казанки въезде. Там когда-то был, кто-то почему-то не понравился, снес его, отрезал, выкинул. Мы сейчас новый, красивый поставили. Или Севгорец поставил себе. Севгорец, кто там в гости поедет? Никто не поедет же. Сделали же. Сделали, просто они, такое чувство у них патриотическое. Алина Полянская, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.